Познакомиться с полицейскими лично, посетить экспертно-криминалистический центр, кинологическую службу и управление ГИБДД. Такое расписание на ближайшую неделю у кадетов 18-й школы Ухты. Они стали первыми учениками правовой школы, новые профильные смены в Академии юных талантов. О месте, где дети получают нешкольные знания, расскажет Анна Зубарева. Эти ребята для республики сегодня настоящие герои. Ученики 18-й Ухтинской школы стали лучшими на Всероссийском кадетском сборе, который прошел в Москве в конце марта и собрал 26 регионов страны. Наших школьников наградили грамотами от Министерства МВД. Ребята не скрывают, чувствуют исключительно гордость. Чувствовал гордость, то, что я сделал, за то, что ты получил за свои старания. То, что ты сделал хорошее, оно к тебе всегда возвращается. Слава приходит быстро. В этом они уже успели убедиться. Не успели вернуться из Москвы, как тут же пришло приглашение из Сыктывкара. На этой неделе у ребят расписана каждая минута. Много теории, это до обеда, а после экскурсии в структурные подразделения МВД. Экспертно-криминалистический центр, музей, управление ГИБДД, центр кинологической службы. Мы только приехали с Москвы, и когда, все в Республике Коми узнали, что мы заняли, в своей категории, мы заняли 6 призовых мест. Правами министра МВД нам было предложено приехать сюда в профильную смену. Я только вечером уже родителям написала в нашей группе, спросила, говорю, кто желает, всем поехали, все едут. До воскресенья школьники будут в столице республики. Главная цель для них – понять тонкости профессии полицейского, потому что сами в будущем хотят носить погоны и работать в Министерстве внутренних дел. Конечно, это общение со специалистами, общение с представителями этой замечательной профессии, чтобы наши дети смогли прям познакомиться с профессионалами своего дела и зарядиться от них мотивацией на дальнейшее обучение. Вообще в академии все время кипит жизнь. Каждую неделю здесь проходят профильные смены. Также 180 детей посещают кружки или иначе как получают дополнительное образование. А попадают сюда лучшие из лучших, отбирают по портфолио. В нем каждый ребенок представляет свои возможности, будь то в искусстве, спорте или науке. Вот, например, прямо сейчас в кабинете биологии подростки рассматривают почву под микроскопом. Разбавил ее водой и решил посмотреть, что там находится. Пока ничего, но мы работаем над этим. В другом кабинете уже нет микроскопов. Здесь много колбочек, растворов. При смешивании одних жидкостей образуются соли, при смешивании других выделяется газ. Это территория химических исследований. Занимаются в ней будущие медики. Мы сегодня проводим опыты вместе с кислотами, соляной и серной кислотой. Химия – это довольно увлекательное занятие. В химии практически везде, ее можно везде наблюдать, поэтому я и выбрала химию. В академии работают лаборатории химии, биологии, информатики, физики, технологии, швейная студия. Можно научиться резать лазером или печатать 3D. А еще есть спортивная площадка, зоны проектной деятельности, лекторий, коворкинг, медиатека. Так много современных слов под стать самой концепции учреждения. К слову, ребята из профильной смены, то есть будущие правоохранители, тоже выбрали для себя направление, куда будут ходить в свободное время. И кажется, у них есть явный фаворит. На робототехнику. Я тоже на робототехнику. Потому что я всегда хотела бы научиться программированию, и для меня это интересно. Академия отнюдь не планирует сбавлять обороты, напротив, только наращивать темп. Хочется больше смен, участников, партнеров, признается ее руководитель. А еще учреждение развивает олимпиадное движение. Чтобы движение, оно охватывало все больше и больше детей. И чтобы дети выходили на муниципальный уровень, на региональный уровень, и главное на федеральный уровень, чтобы они там показывали свои результаты. То есть мы формируем сборную Республики Коми по участию в олимпиадах, подбираем состав тренеров, которые с ними занимаются. Работа на количество, но в первую очередь качество. Именно так работает Академия талантов уже с 2017 года. Она была создана в рамках национального проекта образования, а попечительский совет центра сегодня возглавляет глава Коми Владимир Уйба. К
Кстати, на этот год у руководства большие планы – организовать 60 смен и 14 образовательных интенсивов, где будет задействовано почти 2000 одаренных детей со всей республики. Анна Зубарева, Дмитрий Булаев, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.